Добрый день, на телеканале Юрган. Специальный выпуск программы «Время новостей» в студии Егора Ильченко. Мы продолжаем следить за праздничными мероприятиями, посвященными 95-летию со дня образования Республики Коми. Программа торжеств сегодня была насыщенная. В 10 утра на Стефановской площади столицы стартовал народный праздник Шондыбан. Там в творческой схватке сошлись муниципалитеты Коми. Они боролись за титул лучшего подворья и представляли свою самобытную культуру. В красочных нарядах участники рассказывали гостям о жизненном укладе и знакомили всех с традиционными ремеслами. Так что у посетителей была возможность всего за несколько минут познакомиться со всей Коми. Светлана Некрасова не смогла пройти мимо. Жители Карткировского района встречали гостей, в числе которых и руководитель региона Сергей Гапликов, национальными обрядами. Веники к деньгам, вода от болезней. Хозяин этого подворья сам Кыртайка. Железный человек вместе со своими земляками сделал все, чтобы его подворье запомнилось гостям праздника. От лица Карткировского района поздравляю всю Республику Коми с 95-летием. Желаю удачи, процветания, что все друг друга любили, не забывали Коми край. Утро зазывало всех на уху. Великая семга и такой родной всем хариус уверены, уже сегодня их район претендует на звание рыбной кладовой Коми. И здесь рады каждому рыбаку. Настроение хорошее, веселое. Вот. Можете приезжать к нам на Удару, попробуйте такую вот рыбу. Вот. Сейчас тем более туризм организован у нас. Можете приезжать, пожалуйста. Ну а Сосногорский вовсе замахнулся на рекорд. Гигантская трехметровая шаньга стала главным местом для фото всех гостей республиканского праздника Шондыбан. 100 килограммов муки, 50 килограммов свежего картофеля. Такого угощения хватило для всей Степановской площади. Объединение Сосногорск-Сыктывкар благодаря этой шанге, то мы поздравляем всех присутствующих на этой площади, всю Республику Коми с замечательным юбилеем 95-летия Республики Коми. И, конечно, на каждом подворье свои танцы. Где-то поют коми-частушки, где-то водят хороводы. Сегодня, говорят участники Шондыбана, они одна большая семья. И не важно, что позади организационные хлопоты и бессонные репетиционные ночи. Настроение лучше всех, праздник тоже хороший, все хорошо, все нравится. В этом году праздник переформатировали. Он получил неофициальный статус межрегионального. В Коми приехали гости из Чувашии и Пермского края. Сотни участников объединил сегодня главный символ Шондыбана – солнце. И, конечно, очень важная дата – 95-й день рождения нашей республики. Светлана Некрасова, Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар. Богатым на события был сегодня фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Официальное открытие соревнований прошло накануне. Старт им дал временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов. Уважаемые участники, судьи, зрители, болельщики, третий фестиваль национальных и олимпийских видов спорта в Республике Коми, в городе Сыктывкар, объявляю открытым! В красочном шоу приняли участие около 800 воспитанников детских спортивных школ региона. Их выступление сопровождало лазерное шоу. Затем на сцену вышел наш легендарный ансамбль «Асьякыа». Артисты исполнили песни о родной земле. После традиционный парад команд-участниц, ну а завершилось шоу выступлением певца Сергея Минаева. Сегодня в программе соревнований флорбол, стритбол, городки, мини-футбол, гиревой спорт и северное многоборье. А также финальные партии чемпионата России по бильярду.